Вот уже год возле семейного магнита волонтеры молодежного движения «Помощь детям» ненавязчиво собирают деньги для нуждающихся в лечении ребятишек. К ним поначалу относились с недоверием, но после первого сюжета про их работу сибайцы стали охотнее бросать деньги в неприметный контейнер с фотографией и историей того, кому эти 50 или 100 рублей жизненно необходимы. Народ начал доверять. Как говорится, в сторону, конечно, хотелось бы, чтобы побольше людей, как говорится, помогали. Многие в сторону, как говорится, не верят, не доверяют. Многие говорят, нам охота увидеть именно этого ребенка, как говорится. Пока не увидим своими глазами, мы не поверим. Как говорится, для тех, кто не верит нам, можете просто, как говорится, у нас всегда на контейнере написано номер карты, номер Киви кошелька, как говорится. Если вы нам не верите, не доверяете, можете на номер карты закидывать, Киви кошелек, на номер телефона, как говорится. Любым способом можно помочь ребенку. Сумма ежедневного сбора каждый раз разная. Проследить ее зависимость невозможно. Вырученные средства систематически фиксируются в обычной школьной тетрадке, а затем передаются нуждающейся в них семье. За год к Сергею и Людмиле обратилось 10 семей. Им всем в разной степени удалось хоть немного, но помочь. Общая сумма, собранная за год, получилась 170 тысяч рублей. Это, конечно, капля в море, зато реальная помощь. И свой вклад в это внесли вы, уважаемые горожане, не проходя мимо человека в белой футболке с красным крестом. Сейчас волонтеры собирают средства для малышки Дении Гадальшиной. Еще одна детская жизнь стоит под угрозой, и оставить без внимания ее судьбу просто невозможно. В 3 года у нее случились приступы, начались. Мы обратились здесь в Сибайскую поликлинику, потом в Уфу ездили на обследование, нам вот поставили диагноз эпилепсия. Вот сначала приступы случались 1 раз в месяц, и сейчас это на протяжении 1,5 лет, а сейчас приступы доходят до 10-15 раз в день. И после приступов у нее где-то 3-4 дня она не может сама ходить, кушать, играть. Мы постоянно так носим ее на руках или придерживаем. У нее даже синяк немножко остался, постоянно ударяется. Малышке Дении обещали помочь в израильской клинике. Они проконсультировались с ее докторами, выслав все необходимые документы. И теперь от заветного выздоровления их отделяет сумма в 700 тысяч рублей. Для семьи, где воспитываются 3 детей и работает только отец, эти деньги самим не собрать. А потому они обращаются ко всем неравнодушным. Я хотела бы обратиться к жителям Сибая, сказать спасибо за тем, кто уже помог нам. Хотелось бы, чтобы вот эту сумму скорее собрать и съездить, и вылечить дочку. Она была как все дети, полноценный образ жизни была, пошла со своими сверстниками в школу. Семья Гадальшиных из Баймакского района деревни Яратова. Они проехали почти 100 километров, чтобы сказать именно эти слова, поделиться своей болью и получить поддержку. На сегодня им удалось собрать уже 146 тысяч рублей. Оставшаяся сумма в 554 тысячи довольно весомая. За время съемок этого сюжета в контейнер волонтерам сибайцы набросали 500 рублей. За час 500 рублей. Оказалось, чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть сильным или богатым. Достаточно быть просто добрым. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.